Недавно в сельском поселении Новый Редант при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия и участии Министерства спорта и туризма прошел первый шахматный турнир, посвященный памяти депутата Верховного Совета СССР Мусы Дарсигова. Участники турнира и организаторы прочитали «Доа» памяти известного односельчанина. В турнире принимали участие как молодые ребята, так и именитые шахматисты, неоднократные чемпионы республики. И тут возрастного ограничения нет, тут играют все желающие. И этот турнир мы посвятили нашему Мусе Дарсигову, депутату Народного собрания СССР. И принимают участие 38 человек. И у них игры будут проходить 6 туров. Так, организация очень хорошая. А какие будут награждения? Я знаю, здесь есть и пятикратные, и двух-, и трехкратные чемпионы. Да, в данном турнире принимают участие пятикратный чемпион нашей республики, это Али Асмиев, и двукратный Муса Кадзоев, Тимур Гадабош. Некоторые не смогли принять участие, наши чемпионы. А призовой фонд сегодня от торгово-промышленной палаты за первое место 7 тысяч рублей, за второе 5 тысяч и за третье 3 тысячи. И еще они за четвертое место учредили один приз. И сегодня кубки будем вручать, и медали, грамоты. Заслуги Мусы Дарсигова известны как в республике, так и далеко за ее пределами. Его помнят все народы, подвергшиеся репрессиям, так как именно его голос взывал к справедливости с трибуны Верховного Совета СССР в начале 90-х годов. О таких страницах истории мы должны помнить всегда. Одна из главных целей для того, чтобы известных нашей республике своими заслугами людей не забывали, что память их сохранялась в веках. Именно вот для этого было принято решение о проведении сегодняшнего турнира. Я надеюсь, что он станет ежегодным, и со временем на этот турнир будут приезжать люди из соседних регионов. Я, можно сказать, Мусу Юсуповича знаю с детства. Сколько я вспомню, столько я его знаю, и знаю только с хорошей стороны, как очень хорошего человека, очень отзывчивого, добродушного. И в своей жизни не один раз мне пришлось с ним столкнуться. Но хочу подчеркнуть период его деятельности в Верховном Совете СССР, когда он был депутатом от нашего члена Ингушетии. Муса Юсупович был патриот своего народа, патриот своей родины, всегда занимался заботами о своем народе. И меня удивляло, что этот человек днем и ночью в своей деятельности видел только заботу, только нужды своего народа, что нужно своей республике и так далее, и так далее. Это непростые годы. Это были очень сложные годы, это были большие перемены. И я хочу сказать, что Муса Юсупович принял самое большое активное участие в этих переменах не только нашего региона, то есть нашей республики, это имеется в виду в образовании Республики Ингушетия, принятие закона о репрессированных народах. 13 народов. Да, и все эти народы, я очевидец, я был его помощником депутата в то время, все эти народы, которые входили в этот закон, они приходили, эти делегации, к нему, общались с ним, консультировались с ним. И меня также удивляло, как одинаково за всех он болел. Что турок, месхетинец, что кореец, что поляк, что немец, что ингуш, что чечен, что калмык. У него была одна забота – решить вопрос репрессированных народов. Представители бизнеса приняли самое активное участие в подготовке шахматного турнира и сами сыграли партии. Жизнь, как шахматы, дает результаты, когда делаешь уверенные ходы. Знаете, я бы сказал так, Муса по жизни был шахматистом. Почему? Потому что он из любых сложных ситуаций находил выход
И, как вы говорите, шел ва-банк. Много примеров можно приводить. Был случай, когда Борис Николаевич Ельцина избирали председателем Верховного Совета. Не хватало несколько голосов, определяющий голос. И Муса Юсупович, значит, сидел, думал, принимал решение. Нет, говорит, я пойду за Бориса Николаевича. И принял. И благодаря этому его решению, его ходу, Борис Николаевич стал председателем Верховного Совета. Также, когда нужно было передать какие-то документы, какие-то решающие такие моменты на сессии Верховного Совета, значит, Муса Юсупович вставал, подходил, передавал, выступал, и это было определяющим моментом в этих вопросах. Также, когда наша делегация должна была прийти на прием к президенту СССР или там к президенту Российской Федерации, он находил такие ходы. Это были, знаете, вот абсолютно только добавил Мусе Юсупович. Вот только он мог такие решения принимать и такие ходы делать. И вот так он решал эти вопросы. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы могли сегодня передать нашему подрастающему поколению, тем ребятам, которые находятся сегодня на этом турнире, вообще молодежи Ингушетии, какие наставления? Ведь вы это все видели, вы вместе все это прошли, поэтому что должна запомнить молодежь? Молодежь должна запомнить, что свою родину надо любить так, как любил Муса Юсупович. Заботиться о своем народе тоже надо так же. И в своей жизни любые решения нужно принимать именно так, как это делал Муса Юсупович. То есть никогда не отступать от трудностей, всегда идти вперед и находить, как вы сказали, такие глобальные решения, ходы, идти ва-банк. Но это не так, чтобы был результат. А чтобы результат мы был, видим. да, результат мы видим. И я думаю, что Муса Юсупович сегодня радовался бы этому мероприятию, то, что у нас есть такая умная молодежь, что они сегодня собрались на такие соревнования, на этот турнир пришли. И я думаю, что наши ребята в дальнейшем будут брать большой пример с Мусы Юсуповича. И я бы хотел, чтобы многие наши дети, ребята были похожи на Мусу Юсуповича. На шахматный турнир в школу номер 5 сельского поселения Новый Редант были приглашены как почетные гости родные и близкие Мусы Дарсигова. Смешим Бог берцу. Так ценч, да я острах, так то всегда Бог берчу. Мешит Бог берчу. Халбали, Удержваться. Депутат Хамчан, что шуана Барлин. Да, депутат. Халабарится. Же назрани хашбака, сынок ости, масхан суйварч хашболч. Орцаган, что ты сугут, садуш. Шиолк, ты дачакта, картиш, удушборку, санегер, вахсатич. Сами ахиши, сами алц, валац. Сын сугут рожни, шиолка, шиелха. Хотите, мне Дачакта, картиш. Další jojšan, sidol voš další, tahně vaša dělača, oz vaša malpiča, dal jojšan, ehino dal díl dolčest. Eker hansik awahachan, nutsum khavirtsim. Tsugaha, dibda tishbeiza, hekmish beiza. Shtadal tsayahtu berka, so hekmish tsarni vizva. Dik khavirtsims депутатыш, там президент Адат Вахар выступление цубизм молча, выступление тоже. Дик эхту белорцинцик, да, что остальное, амнистам ходовцем. Республика Харах, шумши здоровье айлышцик. أهيجم شغلي البرتوسيك أصدقائي خطيك يوقر أز زمايل تيجي
В общем, чивен, паргат ахен, сискеле ваште дал сердцем. Был волчан, был хворгас, был харчевич, узраб, або нах, не гулкаш куачиш ди, сам води вештиш, дука хигерцу. У мех кулка цулилером, дал хоуз, дал, это хоуж нах бы зулк. Что хлил ворцуцек. Память, живущая в народе, отражающая и содержащая в себе разные события и особенно судьбоносные в жизни народа, должны передаваться от старших к младшим. В этом и есть смысл жизни. Не забывайте, что мы сегодня ингуши, в первую очередь. Что у нас есть такие люди, вот как были такие люди, как Дарсигов, всегда равняться на них. Не забывайте, что наша республика – это наша Родина. Всегда надо болеть за свою Родину, переживать за нее и всегда делать все на благо своей Родины. Ислам, ты в шахматы давно играешь? Ну, да, прилично, уже 6 лет, что ли. 6 лет, да? А чем именно заинтересовали тебя шахматы? Ну, это логическая игра, умственная. И, ну, когда играешь, ты понимаешь, что ты делаешь и как, какие, что надо делать. Ну, в дальнейшем жизнь тоже помогает, как бы, развивается. Это точный математический расчет. Да, с математикой помогает, конечно. Скажи, вот ты же здесь живешь, да? Нет, здесь не живу. А где? В Москве. В Москве. А в Ингушетии вообще? В Ингушетии, ну, в Сурхахафе. Сурхаха, да? И вот сегодня проводится первый турнир, посвященный нашему депутату Насигову Мусину. Вот мы смотрели те материалы исторические, когда была встреча у президента СССР и так далее. Это было очень такое время жесткое, тяжелое. И надо было такие жесткие ходы делать. Надо было очень решительные ходы делать. В шахматах такие ходы есть? Конечно, есть. И есть переломные, есть основные. Ну, кому-то не получается, у кого-то получается. И как-то каждый по-своему осваивает эти ходы. Вот ты в Москве теперь своим друзьям будешь ты рассказывать о тех исторических событиях, через которые прошел наш народ? Я и так рассказываю, это каждый раз. Да, рассказываю, какой у нас великий народ и какая у нас великая история. Это, конечно, любознательно и всем интересно. Сохранить все позитивное, добытое неимоверным трудом ни одного поколения для будущего. Это должны ясно помнить все молодые люди, живущие в своей республике и за ее пределами сегодня.